До 15 апреля в Башкортостане идет прием заявок на второй республиканский конкурс «Отцовская доблесть». От каждого муниципалитета принимается не более 10 заявок. Обсудим подробно прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами историк Рамиль Рахимов, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан. Рамиль Насибулович, здравствуйте. Здравствуйте. Очень радостно видеть вас в нашей студии. Вы постоянный гость на БСТ. Давайте поговорим про конкурс. В чем его суть, отличие от первого республиканского конкурса «Отцовская доблесть», да, и много ли уже поступило заявок? Конкурс очень интересный. Он вообще, это часть реализации большой концепции семейной политики, которая принята в нашей республике до 2025 года. Это большой такой набор документов. И вот один из них этот конкурс. Конкурс связан с тем, что нам интересно посмотреть на тех людей, отцов, потому что у нас есть День отцов, он вообще приурочен ко Дню отцов, когда будет награждение, которые воспитали, оказали воздействие, воспитали своих детей, сыновей и дочерей. И если эти дети, сыновья и дочери отличились в области образования, физкультурных, спортивных, может быть, совершили героический подвиг и даже, не дай бог, там погибли, да, при исполнении вот этих обязанностей совершения подвига. Может быть, эти люди, дети, достигли каких-то высоких успехов в освоении наук и каких-то, в общем, таких очень важных событий. Причем для нас важно, чтобы отцы и дети были активными участниками общественной жизни муниципалитета. Вообще он поэтому республиканский. Нам интересно, чтобы это были люди, которые не только у нас в столичном Уфе, но и вообще по всей республике показали себя отличными людьми. И здесь мы рассматриваем отцов, тех людей, которые проживают в нашей республике более чем 5 лет. Раз. Второе, это могут быть усыновители или удочерители, но так, чтобы у них стаж этого усыновления, удочерения был тоже не менее 5 лет. И, соответственно, количество детей мы не ограничиваем, то есть те, кто достигли высоких успехов. И если сами отцы тоже достигли высоких успехов, или они активные общественные деятели своего муниципалитета, у себя на родине малой, то это тоже мы учитываем. Вот такой конкурс, он очень интересный. В прошлом году у нас участвовало большое количество участников, 106 у нас было кандидатур, но, разумеется, выбирается там самый достойный, у нас большая комиссия, вот я возглавляю эту временную рабочую группу нашу, и мы смотрим вот эти все показатели, разумеется, там должны быть характеристики от муниципалитетов, описание вот этих заслуг, что, наши претенденты достигли, а награждение должно произойти в День отцов, соответственно, тот, кто будет награжден, это общественная награда, она не дает там каких-то денег, льгот, это абсолютно не имеет значения. Это общественная, отцовская доблесть, это общественный знак внимания к тому, что человек достиг такого успеха, смог воспитать детей. И здесь у нас дается, собственно говоря, почетная грамота, то есть и награда. В прошлом году это была плакетка, такой, в общем, почетный приз, который устанавливается где-то в удобном месте на столе, там, как настольный, на полке, там, в шкафу, где угодно. В этом году мы, наверное, будем варьировать другой вариант награды. Сейчас мы еще смотрим. Это, скорее всего, будет такой небольшой знак, который можно будет одеть как фрачный на костюм, куртку, где будет указано, что все-таки это очертание, так сказать, нашей республики, во-первых, и, во-вторых, что это отцовская доблесть. Почему? Потому что такие знаки, они есть и в других субъектах, не везде, кстати. Мы тоже участвуем в этом направлении, но не во всех субъектах федерации это есть. Но у нас это второй конкурс, и сейчас уже подано более 15 заявок, которые я пока что рассмотрел. Они идут постоянно. Дело в том, что у нас комиссия, которая проверяет, она смотрит заявки, чтобы на предмет того, что они были полноценные. То есть там должна быть характеристика, заполненная карта участника, определенные документы. Если их нет, мы просим повторить. То есть мы очень активно работаем с муниципалитетами, и от них мы получаем полный пакет, исчерпывающий пакет документов для того, чтобы члены комиссии могли рассмотреть. И пока работа такая идет, до 15 апреля мы принимаем эти заявки. Современный отец, кто он? Очень много интересного. Современный отец, я думал, это какой-то, наверное, такой человек, который воспитал в основном спортсменов, да. Но есть у нас уже претенденты, я посмотрел, там и Куреш, там и прочее. Но например, у него один сын достиг высоких спортивных результатов, а другой вообще музыкантом возглавляет, по-моему, музыкальный кружок. Не буду говорить, какой район, потому что не надо. Но вообще занимается музыкальным делом. Есть, в общем, интересные другие такие моменты, самые разнообразные люди. Это очень здорово, потому что в муниципалитетах, вероятно, тоже понимают, что отцовская доблесть – это отцовская доблесть. Это отцы, которые воспитали, так сказать, людей, которые достойны.
И в районе их видят, понимаете? Вот этих отцов и их детей, и говорят, ну вот порода пошла, да, вот эта фамилия, вот они видны. И там действительно один сын, второй сын, и вот они действительно достигают таких успехов. Ну, много, конечно, спортивных успехов, есть успехи в области образования, есть успехи и другие. Но вот скоро, когда будет награждение, мы, собственно говоря, вам это все расскажем, покажем. Вообще, современный отец – это многогранный отец. Это сельская местность, кстати. И это вполне нормально, они тоже активные участники общественной жизни своего муниципалитета. Ну, трудолюбивый он точно. Трудолюбивый сельской точно, местности, да. если. И вот, кстати, по отцам особенно есть такие, вот, когда мы смотрим характеристики, они награждены там, ну, наградами, ну, в работе сельскохозяйственной, там есть даже люди, которые получили медали государственные, это еще во время Советского Союза. Есть люди, награжденные грамотами, почетами нашей республики. То есть это труженики, это люди труда. Вот это сразу заметно. Рамиль Осипович, ну не секрет, что семейные отношения сегодня переживают кризис, и это уже история в нашей стране там десятилетия длится, да? Вот какой эффект должна иметь эта общественная награда «Отцовская доблесть» и к чему она призывает? Ну, в целом, я бы, конечно, не сказал, что у нас такой большой кризис. Очень много разводов. Ну, дело в том, что, понимаете, кризис, он идет по всему миру, и чем более информатизирование общества, чем больше люди получают информации, тем, к сожалению, разводов становится больше. Ну, это так сложилось. Если посмотреть статистику, в других странах то же самое. И это даже не зависит от уровня благосостояния. И в богатых странах люди разводятся, и в бедных. Это другая проблема. Разводы, конечно, явление такое существующее. Ну, это сложная вообще сама проблема разводов, она многогранная. То есть там почему и как сказать невозможно, вот, что это происходит, но это такое явление, которое мы знаем. Конечно же, семья сейчас явление такое, что в нашей стране это все-таки традиционные ценности, и мы стоим на этих позициях, да, потому что мы сейчас взамен ничего другого дать не можем, а общество должно быть все-таки, вот, ну, собственно говоря, понимаемым обществом. Люди должны быть не атомизированы, каждый сам за себя, а люди все-таки должны быть вместе. Мы живем, человек социальное существо, понимаете? Мы живем вместе, мы не можем быть отдельно. И, разумеется, человек человеку друг, это на самом деле так и есть, а не волк. Вот, и семья здесь в данном случае имеет важное значение. Другого варианта воспитания человека настоящего у нас пока что нет. Все эти разговоры про какие-то семьи, там, какие-то половинчатые или еще что-то, или там какие-то, ну, детские дома, это все хорошо, но это не решает проблем. Мы это знаем. У нас ведь было много и детдомовцев беспризорных, и детские дома после войны, и после там, революции. Мы знаем, это очень сложно, на самом деле, это много криминальности там. Поэтому лучше, чем семья, мы ничего не придумали еще. Ну, может быть, потом придумают, не знаю. И, разумеется, мы стоим на позициях, наше руководство страны и общество, здесь вот все едины, кстати, что надо сохранять семейные ценности. Соответственно, раньше я считал, что ну, вот основа там мать, да, я нисколько не умаляю значение матери, женщины, это, конечно, очень важно, потому что это она, рожает ребенка и тоже воспитывает, но есть, конечно, те заслуги, которые были у отцов. И вот само понятие, в принципе, отцовская доблесть и вообще отцы, оно нам не чуждое, потому что ну, если вот мы обратимся к истории, все-таки я немножко больше ею занимаюсь, да, то башкиры, например, когда писали свои обращения, писали, что отцы наши и деды, и прадеды владели этой землей, то есть всегда ссылались на отцов. То есть отцы были примером. Или же говорили, отцы наши считали так-то, так-то, да. А мы говорим, что отечество – это земля отцов, да, ну, родина – это женский род, так ведь. То есть у нас наша родина, отечество – это соразмерно, как и мать и отец, нам они одинаковые, так ведь. И здесь, поэтому мы попытались сделать отцовскую доблесть. Почему у нас есть вообще республиканская награда матерям-героиням, это известная награда тем, кто вырастил, воспитал много детей, больше там 5. А мы бы хотели вот отметить все-таки отцовскую доблесть. Почему? Потому что у нас еще вот опасная была такая тенденция, она есть немножко, общество немножко феминизировалось. Ну, то есть пошло, вот, скажем, система образования много прекрасных наших представителей женского пола. Это замечательно, но там должен быть какой-то баланс. Ну, вот когда я учился, у нас учителей было много мужчин. И я считаю, что это было, в принципе, нормально. Они так нас сурово учили, но я им благодарен только за то, что как они нас учили. Вот. И это пример, это, понимаете, пример. И, разумеется, мы должны понимать, что роль отцов, мы не должны ее недооценивать. И вот этот знак отцовской доблести должен показать, что среди нас есть отцы, которые, ну, вот отцы такие очень замечательные. То есть, чтобы мы ценили этих людей, а с другой стороны, был у людей стимул быть такими же, как вот наши коллеги, наши земляки, которые имеют такую награду.
Кому конкурсная комиссия отдаст предпочтение среди кандидатов, да, по каким критериям будет выбираться победитель, и вот если коротко ваши пожелания участникам? Ну, критерии здесь, в принципе, очень понятные, они в положении все описаны, это оно опубликовано у нас на сайте. Собственно говоря, большие достижения детей конкретно, самих отцов, соответствие вот этим пунктам там, проживания не менее 5 лет в республике, там, если отцовство, значит, усыновленное удочерение, это тоже не менее 5 лет. Собственно, там все это достаточно прозрачно. И указано, какие достижения вот мы рассматриваем. И какие документы, собственно говоря, должны это удостоверять. Ну, а дальше мы будем, конечно, рассматривать. Ну, и, кстати, не из того принципа, у кого больше, да, там, грамот или там, медалей каких-то. Больше не всегда бывает лучше. А где действительно мы видим качественность, где мы видим, что отцы равномерно отдают свою любовь, свою поддержку детям. То есть не так, что вот один сын там прям все награды, да, получает, а второй сын меньше, да. Нет, вот, чтобы мы увидели, что это действительно отцовская забота обо всех, отцы заботятся обо всех, отцовская доблесть. Вот. Ну и будем, конечно, смотреть на самих отцов. А там есть вообще что оценить. То есть у нас замечательные, кстати, земляки, я очень рад и вообще этому конкурсу смотрю. Но будем, в общем-то, стараться наградить самых лучших. Хотя, я не знаю, как будем выбирать, но постараемся, чтобы все-таки было справедливо. У нас комиссия будет рассматривать каждый по своему параметру, но всех. То есть все фамилии пройдут у каждого члена комиссии. Не так, что один 10 человек, другой 10 человек. Да? Нет, все пропустят все фамилии, но каждый будет уделять внимание своему сектору. Вот таким образом, чтобы было понятно вообще, о какой фамилии речь идет и что это за человек. В споре рождается истина. Да, вот так будет. Видимо, так будет. И ваши пожелания? Ну, пожелание в том, чтобы, во-первых, муниципалитеты не тянули с временем, время идет, до 15 апреля надо подать заявки, это раз. Во-вторых, ну, если вы говорите, что у вас нет отцов, я сомневаюсь, отцы есть. Поглядите вокруг, посмотрите, спросите у людей. На самом деле у нас полно таких замечательных наших земляков, которые достойны такого знака. Ну, и третье, наверное, пожелание, ну, успехов всем. Спасибо большое, Рамиль Насибулович. Всегда очень приятно с вами разговаривать. Спасибо. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан, историк Рамиль Рахимов. И мы говорили о том, что до 15 апреля любой житель Башкортостана может подать, ну, при соблюдении нескольких требований, о которых можно узнать на сайте Общественной палаты, подать заявку для участия в конкурсе республиканском «Отцовская доблесть». Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.